осуществляет ударная пара вертолетов. Первым заходит вертолет Ми-35М. Это глубоко модернизированная версия вертолета Ми-24. Вертолет одновинтовой схемой оснащен оптико-прицельной станцией. И вы наблюдаете, ведет огонь неуправляемыми ракетами С-13 на экранах. Беспилотный летательный аппарат демонстрирует нам результат огневого поражения. Да, есть, друзья, отлично. Цель поражена, и вот выдвигается. И уже в небе готов нанести следующий удар. Вертолет Ка-52 «Аллигатор» пришел на смену одноместному Ка-50 «Черная акуля». Характерными отличиями от вертолета Ми-35 является соосное расположение винтов и оснащение 30-миллиметровой авиационной пушкой. Выполняет нанесение удара с полного пикирования на колонну танков. Боевая зарядка 40 неуправляемых ракет С-8 ГО. Браво! Браво! Экипажи вертолетов. Итак, друзья, ну что же, тем временем инженерная машина разграждения ведет инженерные работы. Вот на это будет. Итак, давайте посмотрим на ее действия. Вы наблюдаете, как инженер машины разграждения на базе танка Т-72 с использованием стрелы манипулятора обеспечивает дальнейшее продвижение войск. Машина серии МР хорошо зарекомендовали себя при ликвидации различных природных и техногенных катастроф. Максимальный вылет стрелы 8 метров. Максимальная грузоподъемность стрелы 2 тонны. Внимание на экраны, друзья, и можно визуально увидеть, как через возведенную понтонную переправу в данный момент осуществляют движение танки. Это танки Т-72 Б-3. Танковая колонна движется через мост. Спасибо, конечно же, в первую очередь мы хотим сказать инженерным подразделениям, что теперь возможно осуществить преодоление водной преграды простым способом и вести дальнейшие боевые действия. Ну что ж, танки Т-72 Б-3 в данный момент экипажи этих танков представлены первой гвардейской танковой армии. Немного истории об этой легендарной танковой армии в соответствии с директивой Ставки Верховного Главнокомандования. 30 января 1943 года на базе полевого управления 29-й армии Северо-Западного фронта в районе города Осташкова была сформирована первая